В Ухте наконец возобновили отлов бродячих собак. С весны в муниципалитете не могли найти организацию для этой работы. Предыдущий контракт с приютом «Добрый город» закончился, на новые аукционы никто не выходил. Как удалось изменить ситуацию, узнала Виктория Науменко. Проблему по отлову безнадзорных животных в муниципалитете не могли решить с апреля. Именно тогда закончился контракт с приютом «Добрый город», ухтинским монополистом в этой сфере. Приют переполнен, там более 300 собак. Мест на содержание новых нет, и на аукцион организация просто не вышла. Кроме того, у городской администрации к работе организации были нарекания. Мэрия не получала от подрядчика необходимых отчетов об отлове, стерилизации и других прописанных законом процедурах. Они не выходят к нам на конкурс, потому что должны предоставлять документы, а их у них нет. Там тоже и видеофиксация, и все остальное. Третье, то, что, допустим, они когда к нам обратились, сказали, что у них нет отловщиков. Но им было предложено: заключите договор с спецавтодором, спецавтодор будет отлавливать вам и привозить к вам этих собак. Когда они сказали, что у них нет отловщика. Но, естественно, за то, что их ловят и привозят к ним, они должны заплатить спецавтодору, потому что в той сумме, которая вот на одну собаку выделена, в том числе есть и отлов. Естественно, эти деньги надо бы отдавать, но этого тоже не происходит. В итоге с апреля 5 электронных аукционов подряд были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. Наконец, в июне подрядчика администрация нашла. По прямому контракту эту работу сейчас выполняет ветеринарная организация Сосногорска. Детальной информации мэрия Ухты пока не дает. Однако к работе этого подрядчика у инспекторов по контролю за обращением с животными появились вопросы. Как инспектору для меня все закрыто. Я не имею вообще никакого доступа, никакой информации вообще нету. Где, кто, сколько. То есть вот администрация что вот выдает в социальных сетях, то мы знаем. Ну, мы очень надеемся на качественную работу. Планируем, конечно, проконтролировать итоги данного контракта, итоги данного отлова. По информации инспектора, подрядчика Сосногорска временный. С осени за дело вновь возьмется «Добрый город». Причем в планах все-таки сделать организацию первым в республике официальным приютом. Работу в этом направлении с мэром Ухты накануне обсудил депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин. Магомед Нурмагомедович правильно говорил, что «Добрый город» может вернуться к работе, но и мы прорабатываем некоторые аспекты, потому что сейчас вот уже нужно создавать те условия, которые были обещаны, которые можно проработать. Вроде работа по этим моментам уже ведется, будем ждать, будем всю эту информацию поднимать, контролировать, потому что все-таки «Добрый город» тот приют, который у нас максимально открыто и максимально качественно выполняет работу на территории данного муниципалитета. В принципе, как пример, может быть, и всей республики. Так, работа в приюте идет полным ходом. На днях поступит и закупленный при поддержке депутата Госсовета автомобиль. Сейчас уже плотно занялись ремонтными работами, значит, чтобы отремонтировать те помещения, которые у нас по закону должны быть. Это ветеринарный кабинет, изолятор, карантинная зона. Также по народному бюджету на те средства, которые выиграли, строятся вольеры уже, там процесс уже такой полным ходом идет. По словам Виктора Бетехтина, приюту в рамках депутатских наказов планирует помогать еще один представитель Госсовета из Ухты. Поэтому «Добрый город» получит двойную поддержку. Но пока это планы, которые могут сбыться не раньше осени. А бездомные собаки бродят по городу без отлова с апреля. И похоже, что в нынешней ситуации привлечь ветеринарную организацию из соседнего Сосногорска стало единственным возможным вариантом. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.